Всем здравствуйте, с вами Эльвира из Америки. Жапта порили же пагалами юлташлактин дандане Эльвира Америка гчен. Постоянно живя в одном и том же месте, мы, конечно, привыкаем ко всему, что у нас есть. И мы привыкаем к грубому отношению к себе, тому, что нас и не любят, и не ценят, и не уважают. Мы до того привыкаем, мы думаем, что вот это вот все, что у нас есть вокруг нас, это вот предел всего. И когда мы выезжаем куда-то, и мы видим совершенно другую жизнь может быть в чем-то лучше, а может в чем-то хуже. И у нас есть возможность сравнить. Как говорят, все познается в сравнении. И если бы я не уехала 20 лет тому назад из Республики Мариэл сюда, в Америку, и не было у меня возможности сравнить одно с другим, то я бы, конечно, живя в одном месте, у меня было бы представление одно. Но жизнь у меня повернулась совершенно в другое русло, и у меня появилась возможность сравнить это и сравнить другое. И не только, сравнить вообще очень многое в жизни. Как-то нас никто не учит о том, чтобы мы с детства учились любить, уважать себя и ценить. Но к великому моему счастью, у меня это было с детских лет. Как-то я помню, я пошла в школу, и у меня мама заметила, что у меня пуговица оторвалась, значит, на манжетке. И, в общем, вот так вот это вот все висело, и она меня пожурила и сказала мне: человек, который себя уважает и который себя ценит, вот в таком вот неряшливом виде на улицу не выходит. Она говорит: вот ты просто это запомни на всю свою жизнь. И также мне и самый старший брат Анатолий говорил о том, что если ты сама себя не уважаешь, значит, и никто тебя не будет уважать. Так и есть. Я очень много раз в жизни убеждалась в этом. Мы привыкаем настолько вот к хамству со стороны везде и вокруг. Нам грубят, а мы не отвечаем на это хамство. Нас не уважают, опять же, мы как бы это проглатываем и дальше идем. И причем вот это вот все, да, начинается прямо с семьи. Муж с женой, жена с мужем. Это все смотрят дети. Дети, они повторяют за родителями. Мы настолько не ценим не только вот самих себя, мы не ценим вообще никого и вокруг. Если там мама, например, встала с утра и делает завтрак, покушали, конечно же, просто нужно сказать, улыбнуться, сказать: мамочка, очень было вкусно, спасибо тебе большое. Ценить вообще нужно учиться с детства, потому что все хорошее закладывается с детства. Эн изична пчела тюгалеш. Тунемаш килеш, тунакташ килеш, йоча влаком как раз аклаш, погалаш, йоча жабгачен. Вышли на улицу утром, пошли куда-то. Опять же, кто-то там дверь прям хлопнул перед твоим носом. Это, естественно, показывает, насколько человек бескультурный. А тот, который культурный, естественно, он попридержит вот эту вот дверь и поможет другому следующему человеку. Я помню, как-то я приехала в Мариэл, приехала домой, и мне нужно было приехать в Куженер. Приехала в Куженер, и вы знаете, буквально день был очень такой, гололед был, страшный гололед. И мне надо было пойти поверх, значит, а все куженерцы, которые знают о том, что там идешь наверх, на пригорку, и, естественно, когда очень-очень скользко, там вообще невозможно идти. Но я обратила внимание, что двое мужчин, они как раз вот на пригорке, они уголь или же песок, в общем, разбрасывали для того, чтобы людям было удобно идти. Один там колет лед, а другой, значит, сыплет вот это вот песок и уголь.
Я, естественно, остановилась и, улыбнувшись, сказала им, что после вашей работы, то есть можно пройти, не упав. Спасибо вам большое. Спасибо вам за вашу работу. Вы знаете, мужчина, они оба, знаете, остановились. Один говорит, столько лет уже работаю, но мне еще никто вот так вот не останавливался и не говорил мне спасибо. Я что хочу сказать. У нас сейчас вот огромнейший дефицит в жизни. Мы себя не ценим и никого вокруг не ценим. Вот это нужно все возвратить в жизнь обратно. Нужно нам научиться уважать себя и ценить себя, а также нужно уважать всех вокруг, в семье, начиная там с прадедушек, прабабушек, бабушек, дедушек, родителей, мужа и жены друг друга. То, что, знаете, каждый ходит на работу, ну и что скажет, это твоя обязанность. Да уж, извините, пожалуйста, обязанность, но все равно, вот понимаете, нужно уметь ценить каждую мелочь, потому что из каждой мелочи, вот знаете, вот как мозаик, вот казалось бы, маленький кусочек, маленький кусочек, маленький кусочек, маленький кусочек, и складывается вот большая картина, и ты отходишь подальше и видишь вот в общем полную картину. Будь там одна картина, маленький кусочек уже отсутствует или здесь отсутствует, уже как-то тяжело понять вот всю картину. Я что хочу сказать, что из мелочей она складывается большое. Вот, поэтому даже за самое-самое маленькое умейте ценить. За все цените. Цените и благодарите себя, цените и благодарите вокруг, в семье, на работе, на улице, в магазинах, работу артистов, потому что артисты, когда выходят на сцену, вы не знаете, сколько им пришлось вложить. Ценить нужно саму жизнь и ценить нужно уметь все изнутри и вокруг. Ценить нужно родителей, потому что без родителей мы никуда. Совсем недавно мне пришлось услышать, наверное, месяц тому назад, одна из моих подписчиц, она как-то высказалась, говорит, я, говорит, работаю, 3, говорит, на моих плечах, и если я не помогу, там, моя дочь, говорю, а сколько твоей лет дочери? Она, причем, сказала мне, и это уже солидный такой возраст, мы, дорогие мои женщины, просто забываем иногда о том, что мы женщины. Мы настолько все взваливаем на себя, что мы и к этому, ко всему привыкают наши домашние. Привыкает муж, привыкают дети, а при этом, при всем, что ты делаешь, никто тебя не ценит. А вот вы как раз вот в первую очередь должны начинать себя ценить. Когда вы цените себя, значит, тогда и муж ваш будет ценить, и дети тоже будут вас ценить. Вот это моя подписчица, она как-то мне сказала, что мне, говорит, моя мама мне не помогала. Если бы она мне помогла, я бы там получила свое, значит, докторское и профессорское. Но мой марлак утренул на мой калсанемеле могай совестень тей кутрет, ават нерген. То есть с какой совестью ты говоришь про свою маму, что она тебе не помогала? Мама делала абсолютно много для тебя, для того, чтобы вот даже вот ты вот жила так, как ты живешь сейчас, сегодня. Не у всех родителей есть возможность сделать что-то сверх. И в конце концов, а когда родителям жить? И если сравнить, например, жизнь родителей и жизнь детей, то ведь, по сути дела, жизнь детей все равно, она получается лучше, чем жизнь родителей. Так что уважение-то и вот как раз вот ценить нужно вот
тоже нужно ценить наших родителей и помогать им всячески, потому что когда видят то, что мы делаем для наших родителей, это видят наши дети, и дети это повторяют. Помню, я как-то опять приехала в Мариэл и привезла подарок одной из своих подруг. Конечно, подарок был очень хороший, это брендовая блузка была, и, конечно, она мне сказала спасибо, но вместо спасибо она мне также добавила о том, что, говорит, а что ты мне только одну блузку привезла? У тебя же там дешевая, ты могла бы не только одну привезти, а больше. Естественно, там вместе с блузкой еще и очень много другое шло. Но сам факт меня очень сильно удивил, насколько мы на самом деле не умеем ценить. Она нисколько не подумала о том, что до того, как доехать до Мариэл, мне пришлось на 3 самолетах лететь. Со своей больной рукой, с артритом, сумку носить. Мне пришлось на поезде, мне пришлось и там в автобусах. В общем, она этого вот как раз вот сам факт, она не оценила о том, что если я привезла, значит, я думала о ней, и вот в этот вот свой вот подарок я привезла из своей любви и уважения к ней. Естественно, я не могла потерпеть, в общем-то, такое хамство и неуважение, и фактически она меня не оценила. Я прекратила это отношение, мне потому что не нравится ко мне такое отношение. Я хочу сказать, что вообще по жизни я такая, когда не могу уходить, я, может быть, уползаю, убегаю, улетаю, в конце концов, оттуда, где меня не любят, не ценят и не уважают. Естественно, опять же, по-разному я отвечаю на такое. Кому-то, может быть, молчанием я отвечаю, а кому-то просто я очень хорошо говорю, потому что слова иногда настолько могут хорошо дойти, это остается очень долго в сердце и в памяти. И слова, они могут окрылить человека, а слова, они могут и давным-давно, опять же, эта история произошла с одной из моих теперь уже бывших родственниц. Она жила в деревне, она была замужем, у нее был муж и свекровка, и также дети были тогда. Дети, конечно, были маленькие, но сейчас они уже выросли. Очень часто она жаловалась на свою жизнь. Она, по сути дела, исполняла всю вот эту вот работу по хозяйству, то есть там и нужно было ухаживать и за коровой, и за поросятами, и за уткой, за гусями, и все, что вот она не делала, она говорила, ни ее муж не ценил, и не только не ценил, он ее бил, причем. Также и не ценила вот эта вот свекровка, это было постоянное унижение, оскорбление, слова в свою сторону, то есть в ее сторону постоянно. В общем, она была настолько несчастлива вот в этой жизни. Вот Тиделин, конечно, Мариялышта. И как-то она мне рассказывала о том, что там доходило вплоть до того, что когда, например, она доила корову, свекровка приходила и во время дойки коровы свекровь там стояла за спиной и еще там говорила ей гадости. Я ей тогда говорила, мулан, тай, тудлан,
чекенотал тиде ушкал ведра шерждан вышкаже. Моланта чётанат тиде. Я ей говорила, что, говорю, зачем ты вообще терпела, и еще вот такие вот слова оскорбительные, унизительные, не надела на нее вот это вот ведро с молоком, чтобы она... Вы понимаете, нельзя так себя не любить и не уважать, и не ценить, чтобы кто-то вот так вот жил за счет тебя, да еще тебя бы и унижал и оскорблял. У нас ведь нет двух жизней, у нас всего лишь одна жизнь, поэтому вот эту вот одну жизнь нужно как раз вот ценить и любить и уважать, а вот как раз вот себя, вот в таких случаях и нужно ценить и уважать. Все очень закончилось трагично, потому что Вито на себя, в общем, наложила руки. Что хочу сказать, что сама себя не полюбишь, никто не полюбит. Сама себя не будешь ценить, никто не будет ценить. Сама себя не будешь уважать, никто не будет тебя уважать. Мы женщины, мы матери, мы жены, мы где-то работаем. Везде мы должны сами себя уважать и со всеми. Конечно, и сами должны уважительно относиться и с заботой относиться к другим. Но когда нас не уважают, позвольте, тут должен быть ответ. И ответ, он должен быть дифференцированный. Тут нельзя сказать, что одно и то же не подойдет ко всем. Смотря кто вам хамит, а это, между прочим, тоже не надо только потому, что вы там работаете, и ваш начальник неуважительно к вам относится, он в наглую вас обворовывает, и вы ни о чем не говорите, только потому что «Ой, акушка какая же моя! Ой, а куда я пойду?» Жизнь никогда не была легкой, но иногда вот такие вот в такие вот времена, когда нужно кого-то ставить на место, они в будущем могут вам очень сильно помочь. Конечно, пользуясь случаем, я очень хочу поблагодарить всех своих подписчиков. Галина и Нина, Кугудыч Кугутау, Олег, Моткоч Кугутау, Семен, Ванюта, привет! Благодарю всех своих финно-угорских друзей, ребят из Республики Коми. Благодарю всех своих подписчиков, которые смотрят из разных стран. Это и Германия, это и Италия, это и Франция, это и Финляндия, это и Соединенные Штаты Америки. Здесь Марикала Кончат. В России, в Мариэл и по всей России, а также и в Новой Зеландии. В общем, не пересчесть, вас очень-очень много. Я ценю каждого из вас, каждого, который находит время и ценит мою работу, ставит лайки и оставляет свои комментарии. Показывайте при этом свое уважение и о том, что вы цените мое время и меня. И мне это очень-очень приятно. Я искренне вам всем и всем тем, которые вот смотрят это видео, желаю, чтобы все у вас в жизни было хорошо. Прежде всего, я желаю вам здоровья. Без здоровья никуда. Так что я вам желаю, чтобы Господь Бог всегда вас вел по нужному, правильному пути, чтобы вы счастливы были и дома, и вне дома, на работе, с друзьями, чтобы ваши друзья, чтобы ваши родственники, чтобы ваши знакомые, все вокруг вас ценили и уважали. Я завершаю свое видео и благодарю вас за то, что вы смотрели мое видео. Спасибо вам большое. Не забудьте нажать на большой пальчик. Распространяйте мое видео.
Оставляйте свои комментарии и будьте здоровы и счастливы. С вами была Эльвира из Америки. Пагалама юлташлак, моя эркен тиде видеом кошартем. Ишанен кодам таланда тиде видео келшен и иктажмом сайым шкланда ушышкада паштен нулда и шумыштыда коден иктажмода. Кугу парня палым темдалаш идамонды. Тиден дене те пагалымы аштам мый декем ончыктеда и мый тидым моткоч аклем. За шке шонымаштам, аралыза шкендам да ешдам и вес гана марте сайын юмо дене пырля илыза, тендан дене лийын Эльвира Америка гычын.